там в переулке ходит слон или динь-дон, загорелся кошкин дом, может быть даже без этого. Но ребята очень хорошо передают характер колоколов. Иногда они приносят и звучит набат, иногда они переносят и звучит перезвон маленьких колоколов, иногда просто трезвон звучит, все кола одновременно. Но для этого надо подумать, что выбрать. Я думаю, что у них бы получилось. Они, ребята, действительно слышат и очень многое осознают уже в музыке. Самое главное, вот с первого урока настроить вот эти внутренние часы, музыкальные часы. Не сразу и не у всех получилось тикать там ровно, да, пульсацию изображать от начала до конца. На самом деле это и физически трудно выдержать от начала до конца. В музыке Прокофьева было сделать. На самом деле вот то, что я сыграла в утренней молитве, самые последние звуки, заключительный аккорд, который от соль, вот этот. Это действительно колокольный звон. Я это обнаружила с удивлением совсем недавно. Просто существует на самом деле один из видов такого колокольного звона. Он называется перезвон, когда от большого колокола по одному или несколько ударов к средним и маленьким колоколам доходят вот по отдельности сначала по несколько ударов, дошли до самого маленького, и в конце все вместе колокола аккордом. Это настоящий колокольный перезвон. Оказывается, вот даже в такой миниатюре фортепиано, в детской пьеске звучит на самом деле то, что окружало в то время жизнь Чайковского и всех людей. Далее идут темы. Урок второй – пульс, доли и метр, ощущение двухдольности и трехдольности. Опять-таки в практических упражнениях. Вот, хорошо, они тикали до конца, но обращаем внимание, что не только пульс доли и метр, а еще ритмическая пульсация бывает. И когда мы слушаем с ними «Три чуда» из сказки о царе Салтане, то вот одна из тем этого фрагмента звучит вот так. Это тема богатырей. И вот то, что звучит в нижних голосах, тири-тири, 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 тири, мы это тоже изображаем, непрерывная ритмическая пульсация, то есть пульс доли и пульс ритм. Вот это понятие тоже разграничиваем и переживаем с ними. Когда мы слушаем в пещере горного короля, обязательно шаги изображаем, но только в начале. Потом эти шаги совсем звучат иначе. Вот в начале изображаем тоже ровная пульсация. В марше деревянных солдатиков обращаем внимание, что вот в середине произошли некоторые события, поэтому изменился характер, появилась малая секунда, и она зазвучала печально. И лад изменился, вот об этом уже сразу с первого урока тоже говорим, лад мажорный, минорный и так далее. С 3 по 5 урок метроритмическое своеобразие музыки. Пластика движений самых разных. И вот когда мы слушаем на примере разных пьес пластику движений, начиная с разных шагов, вот «Три чуда», «Марш Черномора», из картинок с выставки Мусорского «Прогулка быдла». Иногда Дед Мороз получается, иногда не получается. Движение в болезни куклы, похороны куклы, вот такие примеры здесь есть, то играем или в оркестр, или изображаем шаги, или какие-то пластические движения обязательно делаем. И говорим про доли, и говорим про ритм в большей степени, обращая внимание. Но это не значит, что мы не слышим мелодию. Вот «Марш Черномора» обязательно углы рисуем, углы в этой мелодии. То есть одно из средств выразительности берется не изолированно, а вот вкупе со всеми. Но выделяется главное, и к этому ребята должны привыкать. Какое одно из самых главных средств выразительности, которое создает именно такой образ. Это во 2 классе уже будет. С 6 по 7 урок «Танцевальные движения музыки». Продолжается пластика движений, но в развитии. Смена поз, смена фигур, смена ритмического рисунка. Вообще танцевальная музыка – это сочетание разных ритма-формул. Вот ощущение ритма формул, как они передают пластику, я их просто ставлю, они начинают двигаться в ритме гавота, что хочется сделать, ничего не говорю, начинают изображать красивые движения, шаги. В ритме минуэта
в пластике минуэта начинают приседания изображать, реверансы, поклоны. Полька, конечно, ну понятно, и вальс даже некоторые изображают что-то кружащееся. Это они делают сами. Последний урок в первой четверти я назвала «Вновь звучат колокола», он сюда не вошел, вот в эту книжечку, но он есть в пособии для детей. Но обобщающий урок мы начали с колокольного звона, и вот первая четверть этим же и заканчивается. Колокола звучат в исполнении симфонического оркестра. Тембровые, ну, как бы мы назвали для старших детей, драматургия, а здесь знакомство с тембрами начинается опять-таки с первого же урока, вы понимаете, да? В конце первого класса будет уже звучать «Петя и волк», там другие будут задачи, там они уже будут слышать многие тембры. Да, они и сейчас наверняка знают, вот называли скрипку, я думаю, флейту они бы узнали, и арфу бы узнали, и другие инструменты. Но вот на этом последнем уроке я прошу детей дома самих послушать «Жаворонок» Чайковского, и задаю вопрос к слушанию. Сколько и какие голоса вы слышите? На самом деле там один голос как бы поет эту песенку Жаворонка, но в инструментальном переложении для оркестра, то, что записано на кассете, звучит мотив скрипки и мотив флейты. Получается как бы перекличка двух голосов. И вот это инструментальный вариант, эту трактовку дети слышат. Они говорят, что перекликаются как бы два голоса. Голос скрипки, голос флейты — это два разных жаворонка, что ли. А вот во второй части песня прекращается. Там что-то случилось, ну, они слышат, что минор происходит, и песенки уже нет. А потом песенка возвращается. Вот это пение и эхо, и в средней части то, что нет песни, важно, чтобы они услышали и обсудить на уроке. И еще прошу их самостоятельно послушать последнюю пьесу из детского альбома Чайковского «В церкви». Ну, конечно, в первый мажор, в последний минор, там утро, здесь вечер. Вечерняя молитва, причем это не своими словами, а настоящий напев. Кстати, интонацию малой секунды можно было и на этом примере показать, не только на средней части из деревянных солдатиков, а здесь тоже звучит. Хотя характер ее довольно торжественный и величественный, но это скорбный напев, это покаянная молитва, скорбный напев, поэтому малая секунда. И здесь тоже задаю вопрос, очень трудный, но есть дети, которые достаточно чутко и достаточно даже тонко определяют, чем похожи и чем отличаются первая пьеса и последняя пьеса из детского альбома. Вот, к сожалению, я не записала себе, один мальчик в прошлом году очень чутко. На уроке они открывают тетрадь, я прохожу, очень бегло просматривая, что они написали. Может, родители помогли записать. И я буквально несколько слов, вот один то, другой то, вот сравниваем, я зачитываю. И останавливаюсь на том, что особенно важно, особенно ценно и удачно получилось. Когда мы слушаем в церкви, довольно трудно от начала до конца прослушать это произведение, медленное и длинное получается, да? Дома они уже послушали, поэтому мы с ребятами с закрытым ртом напеваем верхний голос. То есть мы как бы внутренним слухом следим, наблюдаем за движением этой мелодии, которая похожа на речь. Об этом тоже можно сказать. И тут же мы с ними слышим вот это характерное звучание, дрожащий звук. Дрожащий звук, он что-то передает, какой-то характер, какое-то звучание особое конкретно в этой пьесе. И я говорю слово «тремоло» и записываю на доске. Вы поняли, как мы работаем с записями, да? Печатными буквами 5-6 слов за урок дети первого класса могут написать даже в тетрадочку. Вот здесь, в принципе, все элементы урока прошли сейчас. Далее начинается новая тема «Мелодический рисунок». И начинаем мы с важнейшего типа мелодического рисунка «Мелодическая волна». Здесь я могла бы тоже обратить внимание ребят, что вот в марш Черномора одни углы, угловатые мелодии, а вот есть часы во всех домах, можно было даже нарисовать. И они бы увидели, на что похоже, на волну, иногда говорят там горка, волнообразные развитие мелодии. И тогда бы слово «кульминация» было более логично сюда, да, подошло бы. Здесь вот сейчас оно прозвучало немножечко искусственно, а вот если бы мелодия «волна» была, то там было бы еще более логично. Конечно, мы слушаем мелодию «кантилену», и слово это звучит уже. Здесь может быть лебедь и разные варианты «Аве Мария». И при этом мы обязательно, я рисую
волны мелодические, они за мной повторяют. Ave Мария интересно получается. Если следовать точно за рисунком мелодии, то просто буквально видно, где более спокойное чувство передается в мелодии кантилене, а мелодия кантилена — это лирическая интонация, об этом будем говорить позже. А лирическая интонация — это о чувствах. А где более горячо звучит, сразу амплитуда этих волн повышается, они учащаются. Вот это практически все видно. Вечерний звон немножко слушаем и немножко поем. Это было еще и на первых уроках, в звонах, в колокольных. И там мелодия достигает кульминации скачком. Да, вот это. Тоже такого типа мелодию они слышать, учатся распознавать. Ну и разного типа мелодий, в том числе мелодия скерца. Слово это не прозвучало сегодня, а то слишком уже будет много. А на самом деле они хорошо это слово запоминают. Шутка, балет не вылупишь птенцов. И тоже прям рисунок мелодии нам рисует, что такое мелодия, шутка. И это мы все с ними обсуждаем. Здесь вот очень важно, когда мы слушаем с ними произведения на эту тему, вспоминать, а что напоминает из уже пройденного. Например, мелодия кантилена, вот звучание темы «Царевны лебедь». Это можно было тоже с ними сегодня послушать. И шаги разные послушать, и вот развертывание, но это на 2 классе уже будем лучше. И что напоминает, они уже могут на этом уроке сказать. И каждый раз, как вы поняли, я возвращаюсь к одному термину, к другому термину. Они с удовольствием вспоминают. К одной фамилии, к другой фамилии, и тоже вспоминают. С 10 по 11 урок типы мелодического рисунка продолжаются. Вот природа инструментальных типов интонации, звукоизобразительная, то есть вне музыкальной ассоциации, а то, что изображается из окружающих звуков. Ну, тут все это понятно, что мы слушаем и как изображаем. Уроки 12-13, речитатив музыки. Обращаем внимание на фразировку. В кантилене длинные фразы, широкое дыхание, речитатив, короткие фразы прерываются паузами. И когда мы с ними слушаем, конечно, Мусоргский из цикла «Детское», в углу с няней сначала текст, как-то вот прорабатываем интонацию, наигрываем, а потом уже они слушают, им понятен текст и соотношение интонации с текстом, как она меняется, эта интонация в углу и с няней. А вот старый капрал вызывало много сомнений у многих преподавателей, а потом оказалось, что это хорошо, с детьми 1 класса идет произведение. Они слышат, если предварительно объяснить некоторые моменты текста, прочитать что-то, и если одновременно с прослушиванием не только коротко и аккуратно комментировать, а еще и кое-что записывать. Записывать буквами. Первый фрагмент, буква А, ставим черточку, пустое место. Ниже пишем припев буква П, ставим, мы с ними сыграли, поняли, что это уже речитатив, похоже на речь. Ставим Р, даже английскую можем, речитатив, да. Буква Б, пустое место, опять припев Р. И так далее до буквы Д там, да, доходим. И везде между этими буквами алфавита стоит припев. Припев везде у нас уже подставлен, речитатив, буква Р. А вот когда они слушают, они должны к каждому из куплетов А, Б, С, Д, по-русски можно, А, Б, В, Г, Д, да, они должны поставить букву кантилена К или речитатив Р. А потом уже мы думаем, почему зазвучала кантилена, потому что воспоминания начались, это о чувствах. И зазвучала более напевная и плавная мелодия кантилены. Уроки с 14 по 15 сказочные сюжеты в музыке, и в частности балет Чайковского «Щелкунчик». Как раз подходим к Новому году, к Рождеству. Я хотела заранее уточнить, потому что ребята разные сидели. И поскольку программа очень ориентирована на русскую культуру, и музыка Чайковского без духовной культуры не воспринимается так же, как и музыка многих других композиторов. Вот. Но я бы, конечно, если бы успела поговорить, сориентировалась бы на то, что культивируется в Якутии. Да? Может быть, мы с чем-то бы и сравнили. Но здесь вот идет рассказ о рождественской сказочке «Щелкунчик». Рождественская сказочка, да и если это в декабре урок проходит как раз 25-го католическое Рождество, и это очень уместно.
Что такое балет? Музыкальный спектакль, в котором участвуют те-то, 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 в котором такие-то, такие-то номера, и вот эти номера собираются в сцены, а это вот действие, между действиями антракт, а начинается не сразу, увертюра. Вот это очень быстро все происходит, если они где-то что-то слышали, что-то видели, они мне сами, вот видите, они очень многое говорили сами, если их навести на что-то, они многое могут объяснить, и это очень ценно. А слушаем мы, конечно, марш из балета «Щелкунчик», и они говорят, что это не марш, это не деревянные солдатики, это скорее оловянные солдатики, поскольку звучит металлический звук труб. Да, вот, и мы с ними даже дополняем название Чайковского, это у нас марш оловянных солдатиков. Фанфары, интонация фанфары. Глиссанда, это слово звучит. Для чего это понадобилось, какой характер передает. Фанфара была уже и в «Три чуда» в номере из оперы Римского-Корского. А дальше чай. Обращаем внимание, что это мелодия скерца. Кофе, что это мелодия кантилена. И к тому же это же квинты в первом классе, как хорошо услышать. Из пустыни кофе арабский приехал, пусто звучат. В танце пастушков обращаем внимание на завитки, ну, стиль рококо, вот эта вот галантность. А феи, конечно, челеста, арфа, об этом разговор идет. Урок 16 музыкальная интонация – это ключевая тема для всех годов обучения. Я смотрю, у нас есть час еще, да, до часу мы работаем, а потом перерыв, да, так что я успеваю. Ключевая тема не только первого класса, а на все 3 года обучения по слушанию музыки, но, может быть, и дальше, поскольку вот сейчас идут разработки новых вариантов программ по музлитературе, может быть, получится с точки зрения интонационно-жанровой подойти к предмету музыкальная литература. По крайней мере, я так сформулировала 4 класс уже. Очень интересные интонации, ребятам многое здесь запоминается, и многое нравится, и много можно придумать практических, игровых, творческих заданий. И сейчас об этом поподробнее, как я и обещала. Ключевая тема музыкальной интонации потому, что это пойдет во 2 класс в тему музыкальный образ и в тему музыкальный герой. В 4 классе уже можно затронуть с точки зрения интонации лирику и эпос, а эпос уже и в 3 классе звучал, баллады и драма. А еще потому, что тема интонации самая главная, ключевая, потому что мы обращать будем дальше внимание на типы изложений и на жанры, связанные с типом изложения. И кроме того, развитие интонации, которое потом переходит в форму. Вот, то есть с точки зрения интонации можно вывести все, что нам нужно для слушания музыкальных произведений. Все, что дети могут воспринимать сами. Одна из важнейших деталей или один из важнейших принципов работы по слушанию музыки, да и по музлитературе, как вот Евгения Борисовна Лисянская говорит, это воспитание самостоятельности в работе детей. Самостоятельности восприятия, самостоятельности слушания музыки, самостоятельности суждений. Вот с точки зрения формирования и воспитания самостоятельности, отношение к интонации – это очень хороший метод. Теперь начинаем, конечно, с колыбельной. И у нас есть даже урок, такой специфический урок, который связывает воедино музыкальное искусство, изобразительное, поэтическое искусство именно по колыбельным песням. Поскольку я работала в колледже, то я работала как бы в паре с преподавателем общеобразовательной школы. И они свое что-то рассказывают. У меня даже есть одна из видеозаписей такого урока. Я свое рассказываю, дети свое добавляют, поют колыбельные песни, которые пели им мамы. Мы слушаем с ними что-то, что-то определяем, слышим, изображаем. Вот очень хорошо там поднимать руку, как они сейчас. Вот услышали кульминацию, подняли руку, опустили. Практическое действие, практическое переживание. Это вопрос наводящий. И они сами это слухом наблюдали. Здесь же очень хорошо обратить внимание, что музыкальная речь бывает разная. Говорит ребенок – это одно, говорит взрослый – это другое, говорит оратор – это во 2 классе мы слово скажем, это 3 и так далее и тому подобное. Соло – это что-то личное, ансамбль
другой характер. Хор – третий характер. Вот сейчас на первом уроке попробовала я внести вот то, что это более эпический характер, хоровое звучание. Это более величественное, торжественное звучание. Что-то они восприняли, дальше это будет развиваться. То есть вот много-много таких вот крючочков цепляем потихонечку одно, другое и не бросаем. А дальше все это в активной работе используется. Очень хорошо плакса, злюка, резвушка идут без названия, они сами определяют, что за подружки, какие им дать имена. Ох-охонюшки, ох, очень хорошо идет из сказки о царе Салтане, потому что сначала плачет хор с малой секундой. Начинается несколько раз, а потом начинает рыдать весь оркестр. Тема моря. И вот эту разницу они ощущают, это тоже очень ярко воспринимается ими. Из Евгения Онегина, кстати, тоже вступление вполне доступно с детьми послушать на тему интонации и вздоха. И сказать, что если изменить хотя бы один элемент музыкальной речи, интонация меняется категорически. Вот та же самая интонация колыбельной. Мы с ней всякие игровые модели проходим, и они сочиняют на эту интонацию, на этот мотив свои колыбельные. Здесь есть статья Надежды Александровны Сорокиной, она подробно об этом рассказывает, как она работает с игровыми моделями. Потом эту интонацию малой терции мы вдруг слышим в другом совершенно звучании. Удивляет это их. Они сами находят слова, которые подходят к звучанию этой малой терции, большой в том числе. Шутливые, высмеивающие, насмешка, вот что-то такое они сами могут сказать. То есть вот менять разные элементы, разные параметры интонации, и интонация меняется. Акценты, вот артикуляция, все это важно, темп, динамика, все важно для интонации. То есть это довольно комплексная тема. Когда мы слушаем на уроке «Путешествие по сонному царству» разного типа колыбельные, среди них звучат не только вокальные, но и инструментальные. В прошлом году мальчик один играл на флейте как раз колыбельные, даже 2 колыбельных песни, инструментальные колыбельные. А вот интонации колыбельные в своих произведениях по фортепиано они вдруг с удивлением узнают и слышат, и приносят, и показывают. Это уже не песня, это уже песенность, это уже обобщение через интонацию. Это очень ценно и важно для маленьких детей особенно. И вот когда мы послушали Волхову, колыбельную Волхову, сталкивалась я с тем, что не знают дети Садко. Здесь вы слышали, они отреагировали, да, на Садко, даже на это имя. А была у меня такая группа, что даже Садко не вспомнили, через неделю пришли, вот прошел урок красочный, яркий, необычный, театрализованный, фея сна там у нас и так далее. Через неделю я им начинаю наигрывать темы из колыбельной Волховы. Они не могут вспомнить имя Садко, не могут тем более вспомнить имя Волхова. Разные бывают группы. Более развитые дети, менее развитые дети. Пришлось кое-что рассказать, кое-что повторить. Но с колыбельной Садко очень удобно разговаривать, разбирать и работать, потому что интонации песенные в вокальной партии соединяются с фантастической темой морского царя. Мы ее записываем в тетрадочку, тон-полутон. От звука ми. Потом слушаем, я играю, и показываем тон, полутон, изображаем. Потом они каждый подходит и играет, когда дома потренируются, а потом подходит несколько человек и играют в разных регистрах. По 3, по 4 человека сразу, одновременно, в унисон играют. Вот такая может быть работа. То, что не написано здесь, я вам рассказываю, как я работаю над колыбельной Волховы. Разные типы интонаций с 18 по 20 урок. И как участвуют разные элементы музыкальной речи в создании этой интонации. Угрозы, насмешки, ожидания, скороговорки. Фанфарную интонацию. Вспоминаем полночь, марш и Щелкунчика. Вспоминаем 3 чуда фанфару. И тоже разные игровые модели с этой квартой, могут быть разные задания творческие. Интонация скороговорки.
последующем я уже начинаю с ними по-другому общаться. Я им перечисляю признаки интонации, быстрый темп, часто повторяющиеся звуки, они мне говорят, это интонация скороговорки. Еще какие-то признаки перечисляю, они мне говорят, это интонация призывная, интонация вздоха или плача и так далее. Вот так можно подойти еще к тому, как проконтролировать их восприятие. Контроль должен быть ненавязчивым, конечно, а вот таким более игровым и творческим. Что еще здесь важно не упустить? Перечисляется очень много произведений, даже то, что не записано здесь. Например, дуэт кошечек Россини, очень удобно. А когда мы «Лесного царя» слушаем, вот вы посмотрите на видео, можно дать в исполнение на немецком языке, а потом на русском. И вы увидите, как дети определяют интонации, когда даже на немецком языке слушают. И, наконец, заключительное творческое задание – сочинение сказок, которые вчера мы с вами послушали, музыкальных сказок и передачи с помощью интонаций, характеристик, музыкальных героев и вообще сюжета музыкального. К этому, конечно, надо подойти очень постепенно. Творческие задания, как я уже сказала, начинаются на первом уроке. Колокольные звоны самых разных видов. Потом творческое задание, сочинение музыкальных шагов, отдельно, вот они пульсацию ритмическую, метрическую в ощущении, там передают шага легкого, шага тяжелого, у них там есть сказочные герои разные, которые вот шагают звуками, есть просто животные, масса воробушков, петухов, часов приносят свои сочинения. Затем на интонацию очень много творческих заданий. Мы берем стихи, даже Агнии Барто уронили вот мишку на пол, или зайку бросила хозяйка, я приводила вчера вам пример. Это еще один этап, еще одна ступенька. И, наконец, вот настоящая музыкальная сказка. А потом будет еще в первом классе сочинение морских напевов. Это уже на фактуру, на фигурации, мелодическую и аккордовую фигурацию. Слово «фигурация» звучит. Мелодия рисует фигуры. Фигурация. По звукам аккордов аккомпанемент рисует фигуры. Аккордовая фигурация – это вот тема Шахерезады или подобного типа. Таким образом, вот у нас постоянно присутствуют такие творческие задания, они тоже помогают проконтролировать в такой неназойливой форме, как дети воспринимают музыку, что они могут услышать, что они могут практически применить. Урок 22. Перед этим 21-й сказка «Дюймовочка» с музыкой Грига, и там они уже за текстом слышат звучание пьесы «Бабочка», «Птичка», «Весной», «Халинг», «Танец эльфов». И на следующий урок музыка Грига звучит уже отдельно, и мы с ними подробно разбираем то одно, то другое. Последний год, в прошлом году, я более подробно остановилась на пьесе «Весной», и это записано на видео, поэтому сейчас не буду говорить ни о чем. Но вот в этом уроке важно направить слуховое внимание на весь звуковой объем. Там мы выделяли самые важные элементы музыкальной речи, а теперь мы стараемся воспринять весь звуковой объем, что звучит выше, ниже, в серединке, ближе, дальше, колорит по цвету даже, плотность звучания и так далее. Очень помогает, вот буквально в последний год я придумала с ребятами такую игру в хороводы. Осознать звуковое пространство. Это очень помогает. Записано на видео, поэтому не буду говорить сейчас подробно. Очень хорошо они слышат, что звучат несколько мелодий одновременно или несколько героев. Вот в пьесе «Веселые кукушки». Сколько кукушек? 2. Да еще какие, сказали потом. То есть имитационное звучание они распознают, контрастную полифонию они распознают, как ведет себя один голос, как ведет себя другой, но об этом я говорила. Но музыкальное пространство – это не только фактура. Это фактура и способ звукоизвлечения, это и артикуляция, это и ладогармонические краски. Среди полифонических типов изложения фигурирует первая утрата, имитационный тип. Старинная французская, это, кстати, ребенок мне принес. Я прошу их принести примеры из того, что они играют, и они приносят имитации, контрапункты. Один ребенок принес старинную французскую, сел играть, я говорю, что это полифония или гомофония. Никто не ошибся, все сказали полифония. Все голоса поют. Подголосочного типа, конечно, это еще они не знают, но они почувствовали.
Можно найти кусочек, эпизод там из «Бабы-Яги», это дальше будет тоже там имитационный колдун, ну вот перечисляется Свиридова. Ну и, конечно, «Ледовое побоище» мы с ними слушаем. И когда я подступаю к этому произведению, но я во втором классе все-таки даю, в первом классе Надежда Александровна дает ребятам слушать Сорокина, который эксперимент проводила. Я еще не давала в первом классе, но, может быть, и можно. Тогда я не буду сейчас, об этом попозже. Урок 24 «Музыкально-звуковое пространство музыки барокко». И вот сейчас, когда у меня есть достаточно развитые ребята, я слово «барокко» произношу. И когда мы слышим вот эту террасообразную динамику, то мы понимаем, что это передается большое пространство. Когда мы слушали токкато Баха в исполнении органа, мы представляли, где она звучит. Не просто вот интонация, а где звучит, в большом пространстве. Пространстве, в котором эхо, гулкое звучание, пространство собора. И вот пространство в музыке барокко – это один из важнейших элементов. Вот эти контрастные звучания по динамике, они передают именно звуковое пространство. Ну и тут, конечно, мы говорим, что концерт – это соревнование, тут соло записываем, фортепиано записываем, что в этом соревновании нет тех, кто проиграл и выиграл. Здесь, вернее, все выигрывают, потому что это соревнование, которое создает красоту. Сказочные сюжеты в музыке как обобщающая тема. Здесь у нас целый ряд бабок-ежик и разговор о диссонансе. И опять творческое задание. Надо сочинить самый страшный диссонанс, на уроке сыграть. И посмотреть, и разобрать, а что такое диссонанс, а какие бывают диссонансы, интервалы, аккордовые диссонансы. Тут масса всяких вот интересных, может быть, находок, интересных выходов в разную и детскую музыку, и Прокофьева, и Свиридова. Это уже на ваше усмотрение даже может быть. 26-27 урок «Изображение стихии воды в музыке». Вот сегодня немножечко мы с ним попробовали. Обращаем внимание, разный характер ручейков, речек, как передается речка в песне «Форель», игривый характер, да, где и как изображается, и ручей в песне Шуберта «В путь». Конечно, читаем сначала слова, обсуждаем, более деловой такой, деловитый характер в звучании, где, в чем передается ритмически, пульсации непрерывные или еще как-то иначе. А вот где прозвучал диссонанс в песне «Форель». Вот было все безоблачно, замечательно, прекрасно, и вдруг прозвучал диссонанс. В какой момент? Это можно даже дать задание на дом. Послушать и определить, на какие слова имеется в виду. Вот слово «контрапункт», а когда слушаем вот пляску уже «Золотых рыбок», то там трель и форшлаг. И эти два слова тоже, конечно, написаны на доске. Зачем трель? Какой характер? Зачем форшлаги? Зачем? Как это звучит? Почему? И все это в тетрадочке тоже записывается. 28-й урок «Изображение стихии огня и света в музыке». Мы тут же вспоминаем «Утро» Прокофьева, «Дождь и радуга», Римского-Корского звездочета. Вот все, что светится, сверкает, звучит. Можно даже вот эти колокольчики из марша Черномора вспомнить. И вспоминаем пляс золотых рыбок, форшлаги и трели, а слушаем «Жар-птицу». И вот сравниваем одно с другим, как там звучало, какие элементы музыкальной речи, как здесь звучит. Последняя тема, 29-30 урок, симфонический оркестр, как устроен. Уже много накоплено по тембрам. И изображали, и слушали. Характеристика там, допустим, звучит весной. Один мальчик говорит, как арфа зазвучала в репризе, в аккомпанементе, гармоническая фигурация. И слушаем симфоническую сказку Прокофьева «Петя и волк». Многие из них уже, может, в школе даже слушают, но не воспринимали то, что нужно. Я сталкивалась в 4 классе. Мы знаем, мы слушали. Я говорю, сейчас посмотрим, как вы слушали. Что они смогли услышать, что они смогли понаблюдать слухом. Оказывается, голоса инструментов – это голоса героев сказки. Да, это они знают. А вот контрапункт этих голосов, контрапункт темы Пети и темы Птички, они открывают для себя вот на нашем уроке, что они звучат одновременно. Контрапункт темы птички и темы утки, темы птички и темы волка и так далее. А как изменяется характер тем, это они тоже не наблюдали слухом, а сейчас наблюдают. Характер темы и образа был один, уже образ можно даже произнести, во 2 класс тема пойдет. И стал другой. Что изменилось? Какие элементы музыкальной речи
воздействовали на характер. Звукоизобразительные моменты. Вот, например, спускается веревочка и идет глиссанда у скрипок. Вспомнили слово глиссанда. Зачем оно здесь понадобилось? А чтобы изобразить, как веревочка вниз спускается. Ну, прыжки — это понятно, как и звукоизобразительные. Как кошка карабкается на дерево. Та-да-дам, 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 та-да-дам. Интонация темы кошки повторяется по секвенции. Прием развития. Уже во 2 класс смотрит в тему будущего. То есть опережающий метод — это метод, развивающий обучение. Характер музыкальных тем и события, происходящие в их развитии, нас интересует, а также интересует контраст тем. Вот таким образом предстает программа 1 класса. Если бегло ее посмотреть и нацелиться на то, как преподнести, с какой позиции подойти, какие практические действия, игровые моменты можно внести, я думаю, что сразу же будет более интересной, более яркой подача материала, хотя звучит музыка довольно сложная для восприятия 7-летних детей. Я еще не сказала одну важную вещь. Программа слушания музыки, которую вот я вам представляю сейчас, она рассчитана на то, что дети будут начинать именно с 7 лет 1 класс. Если были такие отдельные случаи 6-летних детей, если они поступали к нам в 1 класс, то это были достаточно развитые дети и в музыкальном отношении, и в интеллектуальном, и они могли эту программу освоить. А 6-летние дети в массовом порядке не смогут воспринять все, что заложено в 1 классе, и во 2 тем более, и в 3 тоже. Нет у них еще предпосылок интеллектуальных и эмоциональных для того, чтобы воспринять такие темы. Поэтому, если к вам приходят первоклассники только 6-летки, пусть у них будет сольфеджио и как 0-й класс, как подготовительный класс, слушание только эпизодически, какие-то вкрапления в сольфеджио, и ритмика там, естественно, тоже важный момент слушания. А собственно, этот курс слушания музыки должен начинаться с 7-летнего возраста. И таким образом в 1 классе мы охватываем довольно большой объем музыкального материала. Довольно большой объем теоретических понятий. Но эти понятия, вы уже поняли, даются не как научные понятия, а как представление об этих понятиях. Они переживаются сначала в ощущениях, и постепенно мы подходим, собственно, к определению понятия, может быть, только во 2, а то и в 3 классе, а то и в 4 классе подходим к определению этого понятия. А в каких-то своих ощущениях они уже имеют об этом представление. Довольно большой объем и разнообразие получают дети в смысле звучания музыки разных композиторов, разных стран, разных эпох. В начале 1 класса все, что бы я не сыграла, может быть, даже уже то, что звучало, то, что они слышали, музыку Римского-Корсакова, например, я наигрываю, не говорю фамилию композитора, и спрашиваю, какая фамилия, они могут сказать Чуковский, даже не Чайковский, Чуковский. Такое случается, и не раз, и не надо на это обращать внимание и расстраиваться. Ко 2 полугодию они этого уже не делают. Правда, у меня тут недавно произошел довольно анекдотический случай. В этом году дети 2 класса, хорошие ребята, некоторые из них с подготовкой, некоторые без, занимаются очень активно на слушании музыки, даже показ был с ними там на конференции. И вдруг с телевидения кто-то пришел, в 7 часов вечера у них урок слушания музыки, там во вторник, с телевидения в школу пришли, директор заглядывает, можно к вам? Вы видите, как ведете? А они там поснимают и покажут что-нибудь по 3 программе, как хотите. Я, как обычно, веду и, как обычно, наигрываю, задаю вопрос. Сейчас будет звучать музыка какого композитора? И наигрываю. Или, может быть, даже не наигрываю, а произношу имя, отчество. И они с перепугу, 2-классники, хором говорят «Чуковский». Мы с ними весело рассмеялись. Они сами поняли, что они просто испугались. Но совсем другой подход.
Мы не требуем правильного ответа, как это на музыкальной литературе привыкли делать, не требуем правильного ответа, как на сольфеджио. Для нас ошибочный ответ – это тоже может быть большая находка. Это очень современный метод отталкиваться от противоположного, да, от неправильного, отталкиваться и наводить детей, выводить на то, что должно звучать на самом деле. Русская музыка, начиная с XIX века и заканчивая XX веком, звучит зарубежная музыка, начиная с Вивальди, Баха, барокко и классицизм. И в первом классе Дебюсси нет вроде бы, но зато есть Стравинский. Да, Лядов есть. Грик есть. Вот, из более близкого нам времени. Так что вот мы с вами понимаем, что это очень важно, что в 7-летнем возрасте дети уже послушали такие произведения. Это воспитывает вкус, это развивает, это создает базу, фундамент для дальнейшего. Мало того, ведь 7 лет – это просто золотой возраст. Все, что они услышали сейчас в 7 лет, во-первых, они восприняли совершенно по-другому, более непосредственно, более эмоционально. Они более открыты в этом возрасте. Во-вторых, у них просто другая память. И они как губки впитывают все, что бы им ни сказали. Даже самые сложные термины запоминают. Не все, опять возвращаясь к той же самой мысли, каждый фрукт созревает в свое время. Были такие дети, которые до 7 класса не могли связать 2 слов. Девочка. Она сейчас учится, закончила Ипполитовское училище по 2 факультетам, по-моему, как пианистка и как композитор по композиции. Сейчас она учится в институте, в Академии Гнесинской, на звукорежиссерском и по композиции идет. Она не могла 2 слов связать буквально до конца музыкальной литературы. У нее всегда стояло 5, потому что она сочиняла музыку. Это вот тот ребенок, я не помню, кому-то, может, уже рассказывала, который вот сочинял музыку, и как она сочиняла, хор наш исполнял ее песни. И она устную речь не могла воспроизвести, а вот письменная речь у нее была вплоть до того, что она в стихах описывала музыку. Вот. Если нужно было что-то написать письменно, то она это делала в стихах. Поэтому дети очень разные, важен именно индивидуальный подход. Важно использовать все их недочеты. Важно видеть каждого ребенка. Вот я увидела, Женя немножечко там сник, тут же я к нему обращаюсь. Тут же я какие-то даже вот вношу момент, там, вот, чтобы немножко посмеяться с детьми. То есть урок должен быть очень живой. Это вот, наверное, было понятно, было наглядно, что каждый ребенок – это неповторимая индивидуальность. И то, что он сейчас еще не услышал, может быть, потом он намного быстрее обгонит тех детей, которые сейчас больше слышат, больше понимают и больше знают. Такие случаи тоже бывали. По поводу 1 класса, мне кажется, достаточно подробно мы поговорили, это очень важно. Вот если прикасаться и не системно, вот по слушанию музыки вести разговор, то не будет полного представления. Мы переходим ко 2 классу, но после перерыва я вам дам посмотреть на видео 2 отрывка, может быть, даже побольше. Хотя вот свой урок, обобщающий достаточно урок по 1 классу, я могу показать и завтра. А сегодня, например, посмотреть 1 отрывок и идти дальше по 2, может, даже по 3 классу. Это мы с вами посмотрим, как вы сами пожелаете. Да? Ну, а сейчас, если есть еще какие-то вопросы или пожелания, то я могу ответить. С вот этими маленькими детьми было очень легко и приятно работать. Я не знаю, как это воспринималось со стороны. Тяжелый был урок, затянутый, или все было нормально? Вот что вам показалось? Может быть, можно было иначе сделать, может быть, можно было и не показывать. Или, в принципе, вот он как нечто целое такое состоялся, и было так нормально воспринимать. Разные были формы работы, и очень важно, чтобы было переключалось много раз. Да. Как правило, вот я много лет работала, у меня была обычная
расположение, обычный класс, они сидели за партами, ножки их не доставали там до пола, но я их заставляю садиться на краешек стула, на сольфеджио, особенно это важно, и на слушание музыки тоже. Когда они садятся на краешек стула, то ноги достают до пола, и вот они как на лошадке могут вот так вот, если попрыгать, то все, значит, ноги стоят крепко. Но сейчас я работаю в другом классе, там преподаватель еще одна со мной работает, а она сделала по-другому. У нее только муз-литература, а у меня и то, и другое. Она сделала так, поставила столы квадратом. Получилось типа круглого стола, а в центре пустое пространство. На муз-литературе это очень удобно. И дети друг друга видят, они могут общаться. Педагог внутрь может зайти, посмотреть у каждого ребенка, там, чем он занят, да? Или дать ему какое-то задание, или вот, как-то пообщаться с ним. На муз-литературе это хорошо. Но, правда, неудобно, что стоит звукозаписывающая аппаратура в одном углу, пианино в другом углу и доска в другом углу. То есть я бегаю весь урок, особенно это, если маленькие дети. Особенно, если это какие-то практические задания, их сидит 10 или 12, а то и 14 человек. У кого-то что-то не получается, подбежать, наладить это движение, какое-то часиков, или что-то подсказать, или что-то шепнуть. Если это письменная работа, с каждым пообщаться, посмотреть, подойти. Вот. И на сольфеджио вот это тоже не очень удобно, а на муз-литературе удобно. Но столы нам нужны, потому что мы с ними что-то пишем. Рисовать не разрешаю. Вот если я с ними общаюсь, нужно, чтобы я видела глаза. Это очень важно, чтобы мы общались все вместе. Часто бывает, вот у меня это одна из таких вот для меня еще пока вопрос, нерешенный вопрос, как вовлечь. Вот здесь все дети были активные, да, а часто бывает, что работают 2, 3, 4 человека постоянно, и вперед всех, и им хочется выразиться, а остальные дети уже сникают, потому что вроде бы как и необходимости нет. Вот их тормошить чаще надо, например. Жалко время, не успеваем тогда что-то. Еще вопросы какие? А у кого-нибудь есть вот этот сборничек методической? Есть один, да? Но я вот все-таки надеюсь, что завтра еще один. Еще один. Но это уже проще. Очень долго не могли издать этот сборник, и работали люди только по учебным пособиям. Это просто невозможно, потому что в книжке для детей... Да, адрес, телефон, можно будет связаться с издательством. Так. Я веду и муз-литературу, и слушание музыки, и сольфеджио. А сейчас еще взяла подготовительный класс. Давно этим не занималась с малышами, подготовишками. Но поскольку мой младший сын пошел в школу, я взяла подготовительный класс, чтобы у него самой вести все. А вместе с подготовительным классом обычно в школе идет подготовительный класс, ритмика, хор. Сольфеджио, ритмика, хор, да? Как правило, такой набор. Я ритмикой не занимаюсь, и я попросила дать мне попробовать ввести народное творчество в подготовительном классе, поскольку народное творчество сочетает и хоровые элементы, и метроритмическую работу, и ритмическую работу, и игровую деятельность, и вокально-интонационную работу. Вот я сейчас пробую с младшими детьми это делать. Значит, 4-й, 5-й, сейчас у меня есть 5-й класс, и эти дети пришли ко мне без слушания музыки, я перешла в другое просто заведение учебное, и я давно этим не занималась, потому что если я вела муз-литературу, то после слушания музыки. А вот сейчас вот опять вот у меня получилось такие несколько групп, и я иду по программе Лагутина, монографической. Но, как я уже сказала, сейчас идет большая активная работа в метод-кабинете, и комиссия работает над тем, чтобы и программу Лагутина представить несколько иначе, дать ей другое обоснование. В каком смысле можно дать другое обоснование? Например, темы, связанные с изучением одного жанра, например, в классицизме изучение жанра сонатно-симфонический цикл, можно давать одна за другой последовательно, не прерываясь на биографии композиторов. Поскольку жили почти в одно и то же время, Гайдн и Моцарт появлялись в одно и то же время, здесь не будет нарушения хронологии, монографичности, тоже почти не будет нарушаться, но зато прозвучит симфония Гайдна и симфония Моцарта ближе.
и будет повод поговорить о разном подходе к жанру, да, о разном звучании, хотя это все классицистский тип, можно так сказать. Да? Например, музыка до Баха и Баха, музыкальное искусство, я тоже даю одновременно. Звучание, хоральная прелюдия композитора, который творил до Баха, и хоральную прелюдию Баха. Отрывок из вокально-хоровой, хорового произведения, из той же мессы, одного, другого, и Баха композитора. То есть стараюсь вот как бы сейчас попробовать такой тип программы, монографический, но с такими блоками составленный. Если это русская музыка, то интересно сопоставить, например, романсы разных композиторов русских на одном или на нескольких уроках подряд. Одновременно никто не говорит о том, что надо снимать биографические темы. Они действительно дают возможность послушать там музыку, которая не включена в программу, которая звучит часто и популярно среди массового слушателя. Это очень хороший выход. Но, как правило, биографические уроки детям даются на самостоятельное изучение, и они даже есть такой прием, один из преподавателей показывал, как можно использовать викторины, игровые методы работы в работе с детьми 4, 5, 6, 7 классов. И, например, одна из игр на этих музыкальных уроках называется «Шахерезада». Эта игра. Кто-то один начинает рассказывать биографию композитора, он в любой момент может прервать, следующий продолжает с этого же момента, прерывает, следующий с этого же момента продолжает и так далее. Ну, там много подходов, может быть, к биографии, но важно, чтобы они сами осознали многие пункты, да. По слушанию музыки. У меня тоже сплошные пятерки. Это очень условно. На мой взгляд, вы делаете совершенно то, что нужно, потому что важно не то, что ребенок получил какой результат, вот оценку, а важно, как он откликнулся. Даже если он чуть-чуть откликнулся, для его личного развития это важно. Идет продвижение, это хорошо. Если он стоит на месте, из урока в урок ничего не может сказать, ну, более там тонкого и глубокого, тут уже, конечно, нужно смотреть. Ну, вот вчера я вроде бы уже сказала, что в 1 классе я ставлю даже за полугодие, не по четвертям оценку, поскольку сейчас пока нет жесткого требования выставлять отметки. Да, если у вас уже принято, как официально принято, новый учебный план, и слушание музыки идет как обязательная программа, то тогда оценка обязательна. И ее ставить нужно в зависимости от того, насколько ученик активен на уроке, вот то, что вы делаете на самом деле. И система оценок 2-бальная, как я вчера сказала. Тройки у меня были вот за несколько лет, может быть, 1, 2 или 3. Но это совсем вот какое-то полное равнодушие. Причем не то, что там даже ученика, а вот в целом в семье отношения, ну, не соответствующие тому, что должно быть при том, что ребенок занимается искусством. Ну вот воткнули просто для того, чтобы он нигде не бегал. Ну и ладно. Ну и в принципе я ставила даже иногда тройки, но объясняла, конечно, почему. А вот четверки редко попадаются. Есть некоторые группы, у которых сплошные пятерки, потому что вот есть желание что-то сказать, есть желание что-то дома сделать, принести свои пьесы, показать по фортепиано то, что они играют, или по скрипке девочки приносят, или на флейте играют. Вот один мальчик, очень трудно его растормошить, Тимоша есть такой, он даже сочинил что-то вот на приемы развития. Ну так мы его и не вытащили с девочками, чтобы нам это сыграл сочинить. Нет, вот мне пока не нравится. Я говорю, ты еще подумаешь и нам сыграешь. Ну ладно, не знаю, удастся на следующем уроке вытянуть из него вот это сочинение или нет. И вот все время я его тормошу. А ты как считаешь? И вот когда я прослушали с детьми и задаю вопрос, как звучит, ну, они эпитеты, я спрашиваю каждого.
и не даю свою оценку. Они выскажутся, кто-то правильно, кто-то неправильно, а потом уже суммируем. А почему так сказали, а почему так сказали? Приходим к общему выводу. А потом даже те дети, которые не сказали не совсем точно, они все равно у меня получат 5, потому что поисковая деятельность осуществлена. И она дала результат. Ну, это вчера я уже говорила, что если менее активный, даже не стоит ни одной отметки, я просто ставлю 4, объясняю ребенку, что ты все слушал, что я видела твои глаза, ты это воспринимал, переживал, не просто там своим делом каким-то занимался, ты слушал, но ты вот не выразил свое впечатление, мы не поняли тебя, а раз не поняли, то 4. Постарайся в следующий раз. Вот такая система оценок. По музлитературе там еще сложнее. По музыкальной литературе, а это происходит неизбежно. Иногда приходится это делать, потому что ребята считают, что классическая музыка – это очень сложно, серьезно, и вообще невозможно дома слушать. А если, допустим, оттолкнуться от того, что им близко, что стало их личным опытом, и пойти посмотреть, что вот в этом их личном опыте, в том, что звучит, и в том, что они слушают, оказывается, есть многое, что звучит в классической музыке, увязать с тем, что вот окружает их, тогда возможно. Например, вот вчера мы разговаривали тоже, и с Зинаидой Григорьевной разговаривали на эту тему, и со Светланой Владимировной, но никак вот не удается растормошить, особенно студентов. Вот с маленькими детьми, может быть, даже проще. А студентам приходится рассказывать довольно сложные темы, довольно подробно, но они не реагируют ни на музыку Моцарта, вот как дети. Ну, это Моцарт, Бетховен, для них это все родное и близкое. Особенно это связано, если с их личной жизнью, вот как-то вот находить аналогии какие-то. Ну и что? А может быть, взять и попробовать с ними послушать что-нибудь из популярной, так называемой попсы или из рока и так далее. Например, связанные одной цепью, да, скованные одной цепью, вот что-нибудь типа такого взять и послушать, и выявить какие-то элементы музыкальной выразительности, маршевые элементы. А откуда взялся марш? А какие бывают эти марши? Да вон откуда он идет. А вот как он иногда звучит. И это становится актуально. Вот актуализировать то, что звучит в старинной музыке, в классической музыке, очень важно. Может быть, с помощью того, что их окружает. Но вот перевести это на то, что вам нужно. Вот найти в том, что звучит, а может вообще нечего найти. Вот нет мелодии, она разрушена, звучит только один ритм, но есть он, остинато. А это очень сильно действующее средство. А как использует Прокофьев ритмическое остинато? А какой в результате смысл в этом приеме? Вот вы слушаете ритмическое остинато вот в этих произведениях, и он не такой богатый, этот образ и интонация. А вот если вы послушаете «Наваждение» Прокофьева, какой богатый получается характер и образ, и то можно услышать, и это. То есть вот можно оттолкнуться. Ну, а вообще вот музыка классическая, современная, современных композиторов, которые работают в классических жанрах, должна обязательно звучать. И музыка Гаврилина, и музыка Щедрина, и музыка Свиридова, и даже Шнитке, может быть, с маленькими детьми, музыка зарубежных композиторов, они это легче воспринимают, потому что там много тембровой драматургии, много фактурных интересных решений, а это то, что вот воспринимается одномоментно, оно вот ложится сразу же, как картина на слух. Вот та же самая музыка Дебюсси, однажды я провела эксперимент. У нас есть такого типа как бы уроки, совмещающие, как я вам сказала, литературу, живопись и музыку. Приходит ко мне на урок наша завуч, которая любит живопись, занималась много живописью, собрала много слайдов и репродукций. И она с детьми на эти темы может поговорить. Например, в 1 классе она вместе со мной мы проводили урок по теме «Мелодический рисунок» и рисунок в изобразительном искусстве. Мы смотрели, что такое линия в музыке, в звуках, и что такое линия в изобразительном искусстве, ее выразительные свойства. Она брала картины Васнецова, например, «Василиса Премудрая» и «Кощей Бессмертный»,
линии заостренные, Кощей Бессмертный весь из углов, и Василиса Премудрая, вот она из плавных линий. Вот такие уроки есть. А во втором классе, вот когда мы чуть-чуть с ними затрагиваем вопрос стиля, с продвинутыми хорошими группами, она приходит и показывает живопись импрессионистов. И вчера я вам говорила, как дети чутко улавливают вот эту точечную мозаичную технику в звуках и передают это в своих рисунках, а она рассказывает и показывает это. Но на этом уроке я попробовала один раз поставить такой эксперимент. Поставила запись из музыки Дебюсси, только не «Снег танцует», а более сложное произведение, фрагмент «Шаги на снегу». И задала вопрос. Может быть, что-то изобразит музыка? Что вы себе представите? Какой образ музыкальный? С чем он связан? Во втором классе мы уже говорили. С картинной природой, с речью, с типом движения каким-то, с сигналом. Да? И когда мы слушали, я каждому подходила, они мне тихонечко говорили, с чем связано. Почти все дети, 24 человека сидели, весь класс. Мы их делим, когда вот они идут на слушание на сольфеджио, а так они идут весь класс. Почти все сказали, что это ночное, что-то такое связано с ночным пейзажем, с ночной картиной, что это связано со сверкающими какими-то впечатлениями. Некоторые сказали с шагами, со скрипом снега. Я не говорила ни одного слова. А вот к каждому подошла, у каждого спросила его впечатление. И я им сказала, что вы все правы. Но были дети отдельные, у которых были более далекие ассоциации. И называются «Шаги на снегу». Так что вот такие есть моменты. Еще. Угу. 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 В начале. Угу. Фамилию композитора и название. Угу. Мы это всегда делаем. Угу. Да. Угу. 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 А на самом деле это отнимает очень много времени. То есть я как пыталась сама записывать, но это просто невозможно. Нет, не очень много времени. Я всегда этим тоже занимаюсь. Вот у нас с вами все очень многое сходится. Я делаю точно так же, как и вы. Как только мы слушаем новое произведение, я произношу или они произносят фамилию композитора, название, если оно дается сразу. Тут же я пишу на доске фамилию композитора, и они вместе со мной. Название произведения, и они вместе со мной. Недолго времени. То, что сколько на уроке? 2, 3 произведения. 3 даже это не всегда получается. Вот если миниатюры какие-то, а то и одно. Вполне возможно. И даже уже к концу 1 класса возможно написать эпитеты какие-то или какие-то элементы музыкальной речи отметить. Получается. И, конечно, это очень здорово, что в конце или на любом уроке вы им что-то наигрываете, они тут же уже приучены смотреть, листать. Очень хорошо. Вспоминают с трудом, даже во 2 классе фамилии композиторов. Я им подсказываю, навожу на это что-то. Да? Вот. И чтобы не забывали, вот как музыку держать в активной памяти, наигрывать каждый урок. Да, из старого. Еще вопрос. Угу. 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 Это, во-первых, интересно, что не им только оценки ставят, а им, что они, допустим, композитор, каждое произведение оценивается по пятибалльной системе. А критерии оценки? Я, значит, узнаю, какое произведение более что нравится, да, вот оценка отражает их отношения. Угу. Угу.
Ну, собственные отношения. Ага. Мгм. 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 Понятно. Критерии оценки — собственные отношения. Что больше, что меньше нравится. Вообще таблички — это хорошая мысль, но я пыталась с маленькими детьми работать с разными типами таблиц. То, что есть в пособии, им легко там, они вписывают по одному, по два слова максимум. Вот. А когда на уроке с таблицей работаешь, они теряются, даже во 2 классе. Там что расчертить, что куда внести. Вот когда она напечатанная уже, туда только внести в одно место где-то нужно. Это хорошо. Теперь по поводу даты жизни. Может быть, в 1 и 2 классе достаточно век. И, как правило, мы пишем, если фамилия композитора стоит, к концу 1 класса, мы же много раз повторяем фамилии одних и тех же композиторов, к концу 1 класса я уже пишу в скобочках «век», а они уже привыкли понимать, что это такое век, и страну. Вот. Иногда вот получается, что на одном уроке, допустим, когда мы слушаем и пытаемся определить черты интонации, стиль с точки зрения интонации во 2 классе. Детская музыка Чайковского, Прокофьева, Шумана, Баха. И я выписываю на доске вот тоже эти фамилии авторов детских сборников в скобочках «век» и «страна». Это тоже очень наглядно. Нет, я думаю, что даже по музлитературе. Угу. Даже по музыкальной литературе. Но что требовать? Какой толк? Какой смысл? Важно, чтобы они осознавали, какая это эпоха, чтобы они осознавали, какие жанры, с какими можно сравнить произведениями другими, с какими жанрами. Вот это важно. Какая эпоха? Век, начало, середина, конец. Если это проходит биография, то поэтапно. Если есть табличка, вот Светлана Владимировна много показывала табличек самых разных, все это можно использовать, но можно более крупно, по этапам, периодам жизни, период такой, чтобы меньше было единиц, которые надо воспринимать. Это легче запоминается и легче воспринимается. По поводу узнавания музыки есть такой еще способ. Видела на уроке, делают вот такие вот карточки довольно крупные, и довольно крупно написаны на них ноты. Ну, видимо, с компьютера выведена тема музыкальная. Ну, допустим, по 5 классу там тема 40-й симфонии главная, да? И вот эти карточки, их несколько, их много, она раздает каждому ученику, и каждый определяет, что за тема. Потом всем показывает и говорит: главная тема 40-й симфонии Моцарта. И они смотрят все на эту тему и узнают, правильно или нет. Вот этот же преподаватель Додиомов тоже показывал, как игровой метод узнавания. На нотных линейках, на нотном стане он показывает, как звучит тема. Показал, да, линеечкой. Они узнают или не узнают. Разные приемы могут быть. Вы, мне кажется, вот уже поняли, что сами смотрите, сами придумываете много, подходите индивидуально к каждому ребенку и делаете. Сюда подняться сразу, чтобы их не задерживать. Самые смелые. Вперед сюда проходите. На этот рабочий. Еще кто-то, девочки, проходите. Вдвоем вы, дочка, можете сесть как вдвоем, да? Если мы подходим, или вот нет, если повыше, иначе тебя подойти. Садитесь. Я так понимаю, что вы учитесь во 2 классе музыкальной школы. Правильно я понимаю? Все во 2 классе? Но уже такие вы достаточно взрослые ребятки. Вот были до вас первоклассники помладше, а вы уже прям совсем самостоятельные ребята. Правда? Вот, и нисколько уже вам не страшно перед такой аудиторией показать себя, посмотреть на других, да? Меня зовут Наталья Анатольевна, а с вами я буду постепенно знакомиться, и к концу занятий, наверное, тоже познакомлюсь, как с предыдущими ребятами. Мы с ними очень хорошо пообщались, они просто замечательные первоклассники. И я думаю, что второклассники тоже так не менее замечательные и талантливые в городе Якутске учатся. А теперь давайте с вами, знаете, что решим?
Вы все занимаетесь на инструменте фортепиано или у вас разные инструменты? Ты на чем? Я Да. на фортепиано. И ты тоже, да? На фортепиано. Но наверняка у вас есть в запасе пьеса, которая звучит, самое главное, очень гладко, ярко, выразительно, и вы могли бы что-то сейчас сыграть. Не все, но вот у кого сейчас есть такая в запасе пьеса, чтобы мы могли вместе что-то послушать. Сможешь сыграть что-нибудь? Я? Да. Да. А что ты сыграешь? Я сыграю этюд Жилинского этюд. Сейчас еще у кого-нибудь спросим, ты сможешь сыграть? Сколько еще? Вот? Можно до конца? Не до конца, а что? Ну, пока еще не очень готов, да? А вот друг твой сможет сыграть что-нибудь, мальчик? А что? Ну, тоже этюд черно-корнилова. Так, а девочки? Не готовы, да, пока? Еще учатся. А у тебя что-нибудь есть? Отрывок. А у тебя? Не до конца этюд черный. О, у вас так много этюдов. Вы любите играть этюды? Да. Нравится? Ну, значит, вы настоящие музыканты, если вы любите такие тренировки спортивные, можно сказать. Этюд требует много времени, да, много усилий, чтобы все четко получилось. И вышло движение нужное. Так, ну давай начнем с этюда. Как тебя зовут? Лера. Лера. Сумеешь что-нибудь? Только смело. Садись удобно, как тебе нужно. Выразительные этюды и такие девочки эмоциональные, хорошие девочки. Перепугался ребенок, по-моему, до полусмерти, но тем не менее стойко до конца дошел с этюдом вместе. Да, Лера? Молодец. Без подготовки, конечно, без разыгрывания. Молодец, выдержала. Так, еще этюд был у тебя, да? Как тебя зовут? Катя. Сейчас Катя тоже сыграешь свой этюд, а ты не помнишь автора, Лера, кто написал этюд? Жилинский ты назвала. Ребят, мне кажется, не просто этюд, не просто упражнение для отработки каких-то приемов, для техники. Мне кажется, это какая-то пьеса. В любом... Сейчас, Катя, да? Да. Катюш, секундочку, присядь пока. Просто я хочу ваше мнение узнать. Правильно я так же подумала, как и вы? Потому что этюд – это что-то такое, что в котором часто повторяется одно и то же, какой-то один прием. Здесь тоже повторяется. Но такой интересный характер у того, что звучит в верхнем голосе и в нижнем голосе. И они по-разному звучат. И характер у них разный. Лера, ты сама как относишься к тому, что звучит? Ну, и низко, и высоко. И низко, и высоко. А вот то, что звучит высоко, в каком настроении? Ты передала, мне кажется, это настроение. Ну, и как бы грубо и весело. И весело, да? Вот. Интересно. Мне тоже показалось, что такое игривое какое-то настроение, какая-то игра. Как вот перебегает кто-то или что-то перекидывает. Правда, Лер? А в нижнем голосе совсем другое настроение. Правда, ребят? Да. Пум, 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 пум. Я даже хотела изобразить какие-то качели. Правда? Смотрите, они между собой переговариваются, как будто эти голоса, и разговаривают с нами. Но на самом деле разговариваю я с вами сейчас, а вы пока сидите и молчите, да? Ну, главное, совсем соглашайтесь. И молодцы, и правильно делаете. И, наверное, согласитесь с тем, что музыка с нами разговаривает все-таки, да? Иногда нам это кажется. Катюш, давай послушаем, что у тебя. Тоже этюд, упражнение. Но будет ли там вот интересное что-то и необычное?
вначале, что это такое мы показывали сначала? Вверх. Высоко вверх, а потом Вниз. сверху вниз по порядочку. Что это напоминает? Такое лесенку какую-то, может быть, горку какую-то, да, взбираемся упрямо, упорно взбираемся на самый верх, а потом спускаемся. Ага. А в конце помахали рукой вот так вот, да, вот вверх и вниз. Сначала я даже подумала, что вот звуки твоего этюда, в котором есть верхние и нижние, да, звуки, а лучше говорить регистр, а чаще вы называете правая рука и левая рука, что играет? И они тоже, мне кажется, одинаково или по-разному звучат? Верхний и нижний. А, Катя? По-разному. По-разному. Характер у них разный, правильно ты говоришь, молодец. Очень чутко это ты слышишь. И передаешь, между прочим, разный характер. Я думала, что ты будешь играть так настойчиво, как учительница, правую руку, прямо вот чтобы все вызубрили этот урок, куда надо шагать. А ты не так заиграла. У тебя по-своему зазвучало верхний голос, да? Вот такие пробежки вверх на горку и вниз на горку. Тоже так более играючи, да, прозвучало. А нижний голос? Твердый. Так. Твердый, сильный. Сильный, твердый. А вот такую твердость придает этому голосу звучание, наверное, совместное нескольких звуков, правда? Здесь одноголосный как бы мотив звучит, да, по лесенке вверх, а в нижнем голосе твердость и энергию придает звучание одновременно в нескольких звуков. А как это назвать по-другому? Даже это слово есть здесь написано. Аккорд, совершенно верно. Причем повторяющиеся аккорды, Катюш, да? Ты их настойчиво повторяла и правильно делала. А еще есть в этих аккордах какой-то вот определенный ритм. Можешь прохлопать его? Там, 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 там. И все время повторяется вот эта фигура. Сначала долгие звуки, а потом там, 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 там. И она на чем-то тоже настаивает. Вот такая ритмическая фигура, настойчиво повторяющиеся звуки. Я даже вам не объясняю, что такое ритм. И вы меня понимаете, да? И мелодии не объясняют. В первом классе об этом нужно специально говорить. А здесь вы сыграли свои пьесы, и мы с вами уже можем говорить. Мелодия звучит вот так, и характер такой у нее. А аккомпанемент звучит по-другому. И почему? Потому что там аккорды в повторяющемся настойчивом ритме, правда, ребят? А еще вот тут написано одно слово. Регистр. А что это такое? Регистр. Да. Регистр – это звуки, они делятся на 3 регистра – верхний, средний и нижний. Вот мне было очень интересно, как ты объяснишь слово «регистр»? Я сама не знаю, как его объяснить. Если заглянуть в словарь, трудно объяснить на самом деле. Либо это очень научно приходится объяснить такими учеными словами, непонятными, либо как-то вот объясняешь и... Ага, я поняла. Хорошо. Не очень точно получается. Значит, ты очень хорошо все объяснила, что такое регистр, что тут звуки делятся на нижний, средний и высокий. И всем сразу стало понятно. А если заглянуть в словарь, то там прочитайте слово «перечень». Перечень звуков или ряд, или порядок звуков, которые звучат в одном месте, в одном объеме, да, или в одном диапазоне, еще такое слово есть. А поднимите руку, у кого из вас есть дома словарик музыкальный или еще какой-нибудь справочник? Пока еще нет, не купили. А вот о музыке какие-нибудь книги или о композиторах есть, да? А есть уже книги, да? А какие, Катя? Русские композиторы. И их жизнь и творчество, да? Жизнь и творчество. А у тебя какие? Тоже такие же, да? И что-нибудь уже читали оттуда? А у вас пока только сольфеджио есть, и фортепиано, и хор, да? Угу. А я веду предмет, который сейчас вводится во многих школах музыкальных. Он, с одной стороны, новый, с другой стороны, старый. Называется «Слушание музыки». А с 4 класса он будет называться «Музыкальная литература». А приятно слушать музыку? Да. Бывает такое настроение, хочется послушать, да? А какое хочется послушать музыку, когда, например, какое-то праздничное настроение, радостное событие? Торжественно, радостно. А вот, ну что, есть, может быть, в записи есть дома у вас что-то, или по телевизору что-то слушаете? Запомнилось что-нибудь вам? Или, может быть, в школе вы что-то слушали, или на уроках? Вот вдруг сейчас в памяти что-то всплывет, такое самое яркое впечатление. Ничего не всплывает пока?
Ну и не надо, все равно это всплывет когда-нибудь. Раз вы учитесь музыке, вы уже соприкоснулись с этим, и наверняка у вас будут яркие впечатления. И сейчас вот мы с вами не случайно начали с того, что вы уже умеете сами делать. Потому что если вы это делаете, вы это переживаете, понимаете и чувствуете. И не случайно мы с вами произнесли такую вещь, что музыка с нами как будто разговаривает, как будто добрый собеседник иногда, вот добрый друг. Любите с друзьями общаться, а музыка – это тоже добрый друг. И вот не просто ведь вы разговариваете, а по-своему каждый из вас разговаривает звуками, музыкальными, без слов. Можете даже картину нарисовать одними звуками, без красок. Можете передать движение, без рук и ног, а вот передать движение, правда? Прям волшебники вы какие-то. На самом деле, действительно, музыкальные произведения иногда похожи на разговор, на речь, на разговорную речь. И мы там говорим, такие же фразы есть, такие же предложения. Но самое маленькое, что мы встречаем и звучит в музыкальных произведениях, называется почти так же, как в разговорной речи. Слово в музыкальной речи – мотив. Встречалось такое слово? Вот, и если мы так с вами попробуем, ну, тут довольно сложно написать будет сейчас. Здесь нужна была бы доска, вытянутая горизонтально. Но тем не менее, звук – это то, что делает музыку музыкой, правда? Изобразительное искусство – краска, искусство танцевать – движение, да? А в музыке главное – звук, и он бывает разный, высокий, низкий, долгий, короткий, и можно еще говорить до вечера, какой бывает звук, правда? Звук. Из звуков составляются музыкальные слова, они называются мотив. Вы уже запомнили, правда? Самая коротенькая составная часть, кусочек музыкальной фразы, мотив, как слово. Одна сильная доля в нем, как правило, бывает, ребятки. Вот. А далее идет фраза. Ну, это уж точно как в разговорной речи. Можно дальше написать предложение, и дальше можно написать музыкальная речь. Ну, может быть, до музыкальной речи еще и можно было бы написать какой-то эпизод, часть. Это будете позже уже знать. А сейчас пока достаточно этого. И вот теперь вы сейчас попробуем поговорить на музыкальном языке. Сложные перемещения. Чтобы вас было слышно, и меня слышно. Так что трудимся все вместе. Так, вы сейчас услышите мотив. О чем он вам скажет? Испугались? Всего лишь 4 звука. Да, всего лишь 4 звука. Сказали о чем-то они? Грубое что-то, какая-то сила грубая, ты хочешь сказать? Еще что? Еще что? Каждый вот можете даже сказать свое. Что-то страшное еще. Что-то приближается еще. Злое даже, да, еще. Угрожающее еще. Слова подходящие какие-то. Вот интересно, ты услышала, Кать? Даже я еще не услышала такого с переменными красками. Ты считаешь, что что-то будет сейчас меняться? Давайте попробуем послушать. Я с вами совершенно согласна, что этот мотив несет в себе какую-то сердитую интонацию. Он чем-то недоволен, этот мотив. Он сердится на нас. Что это мы не так сделали? Ну, не мы, конечно. Конечно, это относится не к нам, а вот к такой ситуации, которая разыгрывается в этих звуках. Посмотрим. Итак, первый мотив прозвучал. И второй мотив прозвучал. Изменилось что-нибудь? Что? Ну, чуть-чуть, да? А вот как точно сказать, что изменилось? Почти то же самое, правда? Было та-да-да-да. Прям, как тебя зовут? Миш, так здорово исполнил, точно. Та-да-да-да, потом та-да-да-да. Было покачивание снизу вверх, а стало покачивание. А смысл изменился? Нисколько не изменилось. Можно сказать, что это повтор, повторился мотив? Можно? Можно, только не точно. Согласны? В измененном виде. Зачем-то это надо было. Значит, он остался таким же сердитым.
Может быть, дальше подобреет. Послушаем, что будет дальше. Я начну сначала. Все выше и выше, да, вот как почти как горки такие, как в этюде Кати, да, но только здесь другой характер. Вверх одна фраза, вверх еще другая фраза. Ну, потеплело как-нибудь, помягчело как-нибудь вот звучание этих фраз. Как вам кажется? Еще раз сыграть? Сразу трудно, да? Давайте еще разочек. Нет, тут даже не важно, что изменилось. Вот мы должны друг друга, конечно, понять сейчас. Я говорю о том, характер изменился или нет. Вот прозвучал один мотив. Второй мотив его повторяет только в другом направлении. Дальше вы услышали уже не слова, не интонацию. Мне кажется, вы услышали движение. Правда? Тайрам, пайрам, пайрам. Какое-то пошло движение. На что похоже? Ну, с каким движением это связать можно? Вот представь. Сложно, да? Сложно, конечно. А вот если я вам буду такие намеки делать, кружащиеся движения. Слышно? Кружащиеся? Кружится это движение? Или, какое еще? Топчется на месте? Или наступает? Наступательное движение. Что машете головой? Все вместе сразу? Нет, конечно, нет. Умница. Ну вот Катя вас всех выручила, а вы как мышки сидите, дрызетесь. Катя, молодец, так и продолжай. Миша тоже молодец. Такой шаг, я бы не сказала, что он быстрый, умеренный шаг. Но какой еще? Подходящие слова? Тяжелый, согласна. Уверенный, молодец. Настойчивый. Еще слова. Определения, эпитеты. Сильный. Ну, может быть, скажем, сердитый лучше, правда? А? Грубый, сердитый. Совсем не помягчела интонация. Хотя мы услышали уже не речь, а услышали движение, шаги. Я бы сказала, кто-то даже пристукивает. Не знаю кто. Вообще движение, шаги сильные, вот с таким пристукиванием. А в музыке, когда вот удар идет сильный, называется такое произнесение акцент. Знакомое слово, да? С акцентами. И не случайно это. Так, прозвучало первое предложение. Давайте послушаем дальше. Это какой-то герой. Похоже, что это какой-то герой. Речь, шаги, действия никакого не происходит. Пока ничего не происходит. Да? Вот мы как будто с кем-то знакомимся. С его интонацией, с речью, с его движениями, с движением какого-то героя. Как будто портрет чей-то. Итак, прозвучало первое предложение. Что же дальше мы услышим? От лица и от имени этого героя. Давайте послушаем. А вот кто-нибудь... Нет, не то же самое, там почти все такое же точно, но в конце там как бы изменилось, да, в конце. Как важен слух на музыкальной литературе, на слушании музыки, правда? Вот есть слух у ребенка, у всех у вас есть, но просто вот более цепкий слух у Миши оказался. И он услышал все то же самое, в конце другая нота, а это разные окончания. Как-нибудь влияет на наше самочувствие? Вот, например, первое было такое. Точку можно поставить? Нет, а так? Сказал и отрубил. Все, никаких вопросов, никакой пощады, согласны? Ладно, я вам открою секрет. Музыкальную пьесу вот с таким наступательным, сердитым характером, с интонацией сердитой, с наступательным движением сочинил композитор специально для вас. Думаете, он вас знал? Он вас не знал. Он знал других детей, но он знал, что он пишет музыку для детей, и, оказывается, для вас тоже. Только написана она была очень давно. Вот опять возвращаюсь к векам. Век – это 100 лет.
правда? Сейчас 21 век, прошлый век 20-й, а предыдущий? Вот он жил в 19 веке и жил в Германии. Роберт Шуман. Роберт Шуман. Когда-нибудь еще услышите наверняка фамилию этого композитора. Немецкий композитор в середине 19 века и написал альбом для юношества. Вот вы сейчас все это юношество и слушаете. Уже который век, да, слушаем мы его музыку. И в этом альбоме для юношества очень много интересных пьес, которые связаны с вашей жизнью. В вашей жизни есть все, кроме учебы, есть еще сказка, например, правда? Новогодняя, например, сказка, да, которую вы ждете каждый год. Еще на Новый год кто приходит? Да, и вы его тоже ждете. Почему? Конечно, дарит всем без разбора. Кто хорошо себя вел и плохо, хорошо учился и плохо, всем дарит подарки. Но вот есть еще такой Дед Мороз, Санта-Клаус, он еще посмотрит, дарит ли подарок. Если плохо себя вел, может, и не подарит подарок. Такой западный Дед Мороз. Ай? Вообще два Деда Мороза. Вот они, оказывается, разные бывают. Да, Дед Мороз, это же мороз, он может и заморозить, правда, ребят? Вот это какой у нас Дед Мороз получился? Дед Мороз называется. Но он не злой. Все равно подарки-то принесет. Вот по-другому можно сказать. Он не злой, он рассердился. Он может заморозить за что-то. Вот рассердился, и все. И никак эту интонацию не перебороть. Давайте посмотрим дальше. Это я вам сыграла только первый отрывок, первую часть. И даже первый эпизод из первой части. Значит, был мотив такой. Был мотив такой. Дальше пошла фраза. Окончание и второе окончание. Дальше, ну, может быть, дальше хоть что-нибудь изменится в лучшую сторону. Послушай. Другой тональности почти такой же. Просто мне нечего больше добавлять. И как зазвучало другой тональности? Ну, как бы, там вверх пришло, а тут так сыграла, и потом немного вниз сошло. Так, и вот характер-то как-нибудь изменился в лучшую сторону? Немного да. Но я думаю, что немного да, потому что там он был как бы ниже и, ну, не злее, а как бы... Ага. Может быть, тебе не так просто, что ты привык, и тебе не так страшно. Девочки сказали, что нет. Мне кажется, он еще стал... Усилился даже, мне так кажется. Вот просто Миша привык уже к такому Деду Морозу, наверное, да? Да, послушай еще разочек. А дальше? В конце был мажор. Так это ни о чем не говорит еще. Повторяется то же самое, только выше немножечко, на другой высоте. Все-таки, потому что мажор, да? А мне кажется, наоборот, все усиливается, все выше. Когда много раз одно и то же повторяется, долбит и долбит, свое долбит. И все это все выше и выше поднимается. Один и тот же мотив повторяется по секвенции. Знакомое слово? Секвенция, когда идет вверх, чувство роста, усиления. Правда? Такое ощущение. Усиливается его настроение, непримиримое. Мне кажется так, может быть, неправда. Вот это Дед Мороз, мой брат играет. А, ты уже знаком. А чего ж ты сразу не сказал? Ну, просто. Ну ладно. Итак, вот погуляли по разным тональностям, Миша нам все уже рассказал. Ну, надо же дальше послушать. Ну, неужели он не раздобреет, наш Дед Мороз? Давайте послушаем. Так, вот тут вот было форте, теперь стоит два форте, фортиссимо, и те же самые акценты. Он выше поднялся, тебе кажется, что это уже признак потепления. А мне кажется, все до конца. Он дошел, настоял до конца на своем. Вы можете по-своему сказать. Не согласна с вами, Наталья Анатольевна. Да, тебя как зовут?
Таня, вот не согласна с вами, Наталья Анатольевна, скажи. Регистр повысился, стало звучать светлее, а я тебе отвечу, а динамика, то есть сила звука, стала еще мощнее, фортиссимо, то есть он настаивает на своем еще больше, я с тобой не соглашаюсь. А ты опять говоришь, так не только регистр повысился, а еще и мажор звучит в конце. А я тебе на это скажу, что к этому мажору что приводит, какие тональности Миша рассказал. Да еще этот мажор совсем не связан с устойчивыми звуками, и мы с тобой так будем спорить, спорить и спорить, да? Или нет? Не будем. Ты со мной согласишься. Ну и зря. А я бы хотела поспорить с вами вот так вот. Вы по-своему воспринимаете. Вот каждый из вас чувствует музыку так, как чувствуете вы. И я не могу вам передать то, что чувствую я, особенно в словах. Ведь если можно в словах передать, зачем звуки музыки? Музыка передает только то, что в словах передать нельзя. Правда? Хотя, конечно, у нас есть четкие совершенно понятия. Мелодия, у которой есть лад, мажор, минор. Темп, скорость движения. Способ произнесения – это и динамика, фортепиано, и отчетливо акценты или, наоборот, мягко. У нас есть то, на чем мы можем основываться с вами, правда? Вот я об этом сегодня с вами хотела поговорить. Но на самом деле то, что вы по-разному воспринимаете, это очень хорошо. Вы не бойтесь этого. И чувствуете музыку по-разному. Просто вы должны заглянуть в себя. У нас с вами не было того самого первого урока, который всегда с первоклассниками я провожу. И мы слушаем внутреннее «я», внутреннюю тишину. Вот когда это происходит, и я вижу по вашим глазам, что вы начинаете прислушиваться к себе, тогда у вас и звучание музыки становится более богатым, открытым, искренним. Но для меня важно, что у вас совершенно другой способ мысли. Вы музыку не просто чувствуете, вы вместе с ней мыслите, потому что вы старше первых классов. Они отвечали прямо в лед, вот какой характер, настроение, какой музыкальный образ, а вы отвечаете в лед. Это повторилось так, это повторилось так, это в другой тональности. То есть вы разумом слушаете уже музыку, у вас другой возраст, уже 9-10 лет, так? И это правильно. С точки зрения разума. И поэтому я с вами сегодня другой темой занимаюсь, не такой, который с первоклассником. Поэтому я и говорю, что звучал маленький кусочек, мотив, потом побольше фраза, потом целое предложение. Как они отличались? Они повторялись. Это самый главный способ существования музыкальной речи. Повторение. Оно бывает точное, бывает не очень точное. Секвенция – это тоже повторение. Только когда она идет вверх, сразу ощущение усиливается, роста какого-то ощущения, да, возникает. А вот теперь послушаем дальше. Это была первая часть, первый раздел пьесы Шумана, немецкого композитора XIX века Роберта Шумана, который говорил замечательные слова для молодых композиторов. Он сразу видел талантливых композиторов. И маленьким детям сколько слов умных сказал. Например, мы должны так развить свой слух, чтобы могли ноты слухом читать, глазами читать ноты. Смотрим на ноту, слышим музыку. Роберт Шуман вам советует. Еще один совет я вспомнила. Не слушайте ничего модного. 100 жизней не хватит, чтобы послушать все хорошее. А модное – это вот еще неизвестно, как оно будет жить, не будет жить, что в нем ценного. Вот музыка Шумана, Чайковского, она уже живет не одно столетие, не один век. Вот, столько музыки такой, которая живет не один век. И 100 жизней не хватит ее послушать. Вот, так что давайте будем увлекаться хорошей музыкой. Да? И вот сейчас мы увлеклись Дедом Морозом Шумана. И все-таки хочется до конца узнать про этого Деда Мороза, которого увидел в звуках Шуман. Что же дальше-то у Деда Мороза в запасе есть? А? Послушаем? Итак, были мотивы, фразы понятные нам. Вторая часть. У него сердце стало радостное, веселое. Ну, как бы он
Да, вот старайся самые подходящие слова находить, да? Катя, ты согласна, вот, что радостнее, добрее, она повторяет твое слово добрее, так? Мягче, кто сказал? Немножко суетливое движение появилось, нет таких четких акцентов, напористого движения вперед, шагов не слышно, а что-то такое суетливое изнутри. Кто-то сказал более мягкое. А почему более мягкое? Было. Потому что как бы музыка мягче стала, и как бы он передает. Тише, умница. Не согласна. Правда, ребят? Было форте, фортиссимо, акценты. И вдруг стало приглушенно звучать, я даже не ту педаль нажала. Думаю, что такое у меня не связывается? И еще тише зазвучало. Не на ту педаль нажала. Вот, действительно, согласна с вами, изменился характер, изменилось все. Громкость звучания, характер движения, интонация другая. Что еще? Ну вот все, что можно сказать, и регистр, да, и нет этого четкого деления на мотивы и фразы. Все вот так расплывчато, как будто бы, правда? Это тоже особый способ существования музыкальных звуков, когда все вдруг в раз меняется. Было ярко, стало бледно. Было светло или темно, стало светло. Было громко, стало тихо. Еще говорим такие слова, которые имеют противоположные значения. Высокий, низкий, сладкий, соленый, или горький, или соленый. А сами можете привести пример? Мягкий. Еще. Громкий, тихий, правда же сказали. Белый, черный, ночь, день. И много таких слов, которые называются антонимы, да? По-моему, так это в школе вы даже, наверное, называли. И они обозначают только одно. Контраст, можно назвать это одним словом, контраст. Вот антонимы и контраст – это одно и то же. Значит, музыкальные звуки с нами разговаривают с помощью повтора точного, неточного, секвенции и с помощью контраста. Они таким образом существуют во времени, они так живут, они так с нами разговаривают. Повторим, я всего 4 назвала. Повтор точный, да? Повтор неточный, секвенция и последний контраст. Вы знаете, здесь вот первая часть и вторая часть контрастные. У Деда Мороза вдруг что-то другое произошло. В пьесе это Дед Мороз. Мне кажется, это уже не портрет, а уже какой-то, ну, может, атмосфера, среда, в которой он находится. Да? Некоторые ребята мне говорили, что такое сверкающее. Может быть, это сверкающий иней на елочках там. Да? Некоторые слышали вот в этом движении звук колокольчиков, вот такое мерное покачивание. Покачивание колокольчиков, правда? Это уже не совсем портрет, это уже какая-то картинка, правда? Вот мы с вами говорим, что музыкальное произведение может похоже на какую-то речь, на пение, напев, на движение, вот вы тоже изображали, да? Может быть, похоже на какую-то картину, звукоизобразительное звучание получается. И все это вот мы слышим с помощью такого развития мотивов, фраз и предложений, а в целом музыкальной темы с помощью таких приемов развития, как повтор, точный, неточный, секвенция и контраст. А теперь другой пример. Вот просто повторять и повторять. Ну какой смысл? Должен же быть какой-то смысл в этом, правда? Вот здесь нам понятно, какой смысл. Чтобы показать неумолимый характер Деда Мороза, да? Усиливается и усиливается его сердитое настроение. А потом раз и сменилась картинка, контраст. А вот теперь я вам хочу наиграть пьесу, тоже из детского альбома. Только композитор этот жил не в XIX веке, а в XX, до 1953 года. И жил он в России. Сергей Сергеевич Прокофьев. И тоже думал о нас с вами, о детях. О вас, вернее. Вот, и тоже написал для детей альбом, называется «Детская музыка». И там есть много разных интересных пьес, а я вам сыграю пьесу, может, тоже не буду давать название. Мне кажется, вы уже немножечко так раззадорились. А?
Послушаем без названия. Я, конечно, могла бы дать название. А может быть, вы сами сейчас почувствуете что-то, услышите в себе, вот внутреннее «я» разбудите, ладно? Здесь тоже будет повторяться что-то, мотивы, вероятно, будут повторяться. Только зачем? Шлеп, 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 прям вот какие-то. Интересно. Вот мелодия какая интересная, Прокофьева, расплываются прям какими-то пятнами. Катя сказала, похоже на дождик. Еще какие есть мысли? Кто-то идет, шаги услышала, движение, да? Легонечко топает, шлепает, я бы сказала, правда? А не топает. Потому что вот то, что расплывается, вот шлеп, шлеп, шлеп. А ты сказала, на осень похоже, да? Почему? Движение ты услышала в этом. И картину еще к тому же увидела. Молодец, здесь звуки действительно, видимо, рисуют и изображают на самом деле дождь, Катя. Как ты только догадалась? Вот по этой мелодии, которая расплывается пятнами, да? И по этому движению, которое ровно шлепает, как шаги шлепает, да, вот дождик. Как мышка идет. Мягкое, да, вот движение мягкое, шаги какие-то мягкие. Но если, да, вот действительно можно сравнить с другим каким-то движением. Сергей Сергеевич Прокофьев назвал это дождь, а вторая часть опять будет контраст. Все будет другое, радуга. И там появится не шлеп, шлеп, пятна, мелодия пятно, и повторяются эти мотивы из пятнышек таких, а там будет уже что-то другое. Чтобы зазвучала радуга, нужно что? Широкий простор, правда, ребят? Чтобы светлое что-то звучание, да? И здесь вот не будет таких отрывистых мотивов, а должна радуга-то вот она какая? Волна прям, да? Должна зазвучать сейчас какая-то мелодия, правда, ребят? Ну-ка посмотрим. На самом ли деле это будет так? Так. Широкий простор. Очень широкий. Замедлила это движение, чтобы усилить ощущение широты. Вот вы себе позволили в этюдах по-своему сыграть. Ну вот немножечко я тоже позволила более широко сыграть. Мне кажется, то, что сначала мажор, потом немножечко минор, а потом опять мажор. Ты почувствовал смену красок. Я поняла, что ты понял. Девочки, вы услышали это? Да, вот как даже краски меняются. Опять картина, только другая. Широкий простор, это фактура мы будем называть. Широкая фактура, и вот меняющиеся краски и длинного широкого дыхания мелодия, которую можно нарисовать как волну. Вот, ну, правда, она тоже сверху начинается, вот так, как у Кати в этюде было. Так, хорошо. Здесь понятен смысл повтора. Вот идет и идет дождик. Понятен смысл повтора приема развития в пьесе «Дед Мороз» Шумана. А вот я вам хочу сейчас дать послушать пьесу, она написана для фортепиано, и тоже Робертом Шуманом. А называется она «Пьеро», «Белый клоун» из итальянской комедии. Клоун, которого все обижают, он все время плачет в белых одеяниях. Наверное, знаете, Пьеро из Буратино, правда? Вот. Пьеса так и называется «Пьеро». Там тоже будет постоянно все повторяться. Мотивы, фразы. Зачем? Дед Мороз сердился. Здесь у нас картина дождя. А вот зачем у Роберта Шумана в пьесе «Пьеро»? Послушаем.
заметили? И низкая, и высокая. Тоже чередуется, все время повторяется. То низко, то высоко, то низко, то высоко. Вот когда громко, посмотрите, какой интересный вариант, его обижают. Действительно, что-то такое было агрессивное в этом. Да, вот такой прям звук резкий сразу возникал. Может, другие какие-то варианты еще есть. А когда тихо, что напоминает? Ну, когда помирились. Какие-то интонации жалобные есть в этом. А движение есть? Есть. Какое движение? На что похож? Что он делает? Шаги. Когда вот так, как бы темпы так громко, вот так, и потом тихо. Нет, ну а вот сказали уже, что когда громко, такое впечатление, что кто-то обижает, а когда тихо, жалобная интонация плачет, а еще шаги слышны, да? Да, Лера сказала? Или кто сказал? Катя. Тоже Катя? Вот, две Кати. Катя сказала, шаги. Миш, ты согласен? Что изображается вот какое-то движение ровное, тоже вот постоянное, без изменений, все время повторяется эта фраза. Никита, да? Еще не спрашивал, как тебя зовут. Никита заскучал? Да. Ну, немножко заскучал. Никите не понравилась, наверное, эта пьеса Шумана «Пьеро». Не очень впечатлила? Ну или так, да, вот еще не понял, что там такое прозвучало. А посмотри, вот Катя, Вера, и Миша, и Катя, вот девочки, услышали что-то там такое интересное. И на самом деле, может быть, это кто-то обижает, когда звучит громко, а может быть, он спотыкается. Споткнулся и опять пошел. Споткнулся и опять пошел. А? Может быть, кто-то там подножку. Что такое? А все над ним смеются, только мы это не слышим, нам немножко жалко. Вот эта жалобная интонация, когда он шагает, когда слышны шаги. Вот в чем, кажется, смысл повтора в этой пьесе Пьеро. Никита, понимаешь, ничего не бывает бессмысленного. И то, что мы с вами сегодня здесь встретились, тоже не случайно и не бессмысленно. Правда, Никит? Будем надеяться. Ты не скучай и не тоскуй, хорошо? Договорились? Никит, что ты такой тоскливый сегодня? А, Миш? Грустный что-то сегодня, как Пьеро. Ну, тебя же никто не обижает, правда, Никит? Наоборот, с тобой разговаривает, пытаются чем-то развеселить, заинтересовать. Правда, Никит? Мы... Есть. Только они не здесь. В медкабинете какой-то пакет стоит там белый. Все, с Никитой все выяснили, сейчас он быстро встрепенется. Итак, мы с вами посмотрели, что музыкальная речь, она бывает очень разной. И вот этот прием повторения точного, неточного, прием контраста, здесь ведь тоже контрастно звучали громкие эпизоды, да, ребят, это тоже имеет смысл. Возникает какая-то картина, возникает какой-то портрет, возникает ощущение движения. А вот если мы с вами вспомним какие-нибудь народные песенки, да не народные, любые песенки, а там будет прием повтора, как вам кажется? Ведь песенку хочется подпеть, ну, самую любую. Ну, я приготовила, честно говоря, другую песенку, но вот специально для Никиты сейчас сыграю, может, у него настроение повысится, Никит. И там тоже есть повтор. Уже улыбнулся. Что это так? Я знаю, где-то. ББшки. Да, мультфильм «Умку» смотрел, Никит? Не видел? Мультфильм называется «Умка». Не видел, посмотри обязательно, замечательный мультфильм, а песня там просто вот такая действительно мягкая, плавная, убаюкивающая. Однажды я услышала такой разговор. Один маленький мальчик, ему 5 лет, разговаривал с девочкой, которой почти 7 лет. Эта девочка спрашивает: тебе какие нравятся песни современные? Ну, мальчик так подумал, не сразу ответил. Мне, говорит, нравится Алсу, а тебе? А мне, говорит, Умка.
Вот мы с вами тоже сейчас так начнем разговаривать. А то, Никит, я не могу так, когда ты так смотришь грустно, честное слово. Смотрите. Ложкой снег мешая. И повторяется. Ночь идет большая. Хочется подпеть, поэтому повторяется. А дальше идет немножко похоже и по-другому. Что же ты, глупышка, не спишь? Да? А дальше, как интересно, спят твои соседи. И то же самое по секвенции. Белые медведи. И заключение. Спи ты скорей, малыш. Здорово. В песнях, ну как же не повторить фразы, так хочется подпеть. А в танцах, ну как же не повторить фразы, так хочется потанцевать всем, кроме Никиты. Ты на танцы ходишь, оказывается, да? А какие танцы танцуешь? Не помнишь название? Какие? Ой. Ой. Ну о чем говорить? А мы тут о каких-то мотивах. Ребенок танцует венский вальс, некие танго, серьезные дела у него. А мы про какие-то мотивы, да, Никит? Время отнимаем от тебя. Это Наталья Анатольевна еще тут пристала. Ну ладно, это мы пошутили. А теперь серьезно. Ребят, на самом деле, посмотрите, какой разный смысл вот в этих повторениях. В музыкальной речи просто так ничего не бывает. И в том, что я пытаюсь сейчас Никиту растормошить, это тоже не случайно. Я думаю, что вот у тебя там внутри очень много интересного, только ты скрываешь это все от нас. В песенках, в танцах очень часто повторяются фразы, как правило, фразы, чтобы что-то такое вот повторить, так повторить. А вот в такой песенке, так вообще одна и та же фраза повторяется 4 раза. Раз. 2. Только концовочка другая. Теперь от другой ноты. Я придумала такую игру, не я, правда, придумала, но вот с вами сейчас конкретно я это придумала. Значит, каждую фразу обозначить буквой, раз вы такие ребята умные, у вас головки такие светлые, хорошо работают. Первая фраза – буква А. Вторая фраза – точно такой же мотив, только концовочка другая. А1. Ставим. Понятно, что чуть-чуть другое, единичку представили. Третья фраза от другого звука, но такой же точно мотив. А2. И четвертая фраза, концовочка другая, А3. Это народная песня. В саду или в огороде, совершенно верно. Уж когда она была сочинена, Никит, никто тебе не скажет. Никто. Она много веков уже существует. И многие века пели, и разные поколения ее. И пели на разные мотивы. Вот такой мотив, самый простой. А русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков, он писал для духовых военных оркестров. Он не писал вальсы и танго, вот для духовых оркестров сочинял музыку. И очень много написал для театра музыки, музыкальных спектаклей, опера называется. И вот в одной опере Николая Андреевича Римского-Корсакова звучит вот этот мотив. Напев русской народной песни «В саду ли в огороде», и ее поет Белочка. Да еще с присвисточкой. Это в какой сказке? Ой, ну это не Катя, а просто золотой ребенок. Ну откуда ты ж знаешь все, а? А? Ты поняла, да? Вот с полуслова Катя меня понимает. Никит, читала эту сказку? Ну, а я просто уже, не знаю, только, наверное, наизнанку не вывернулась, чтобы что-то предпринять, потому что все, что я заготовила, оно пошло совсем другим путем, как вы понимаете, да? И ребята совсем другие, они постарше, и они не стали раскрываться перед нами всеми. А здесь, вот в данном случае, нужно, конечно, такой вот контакт, очень тесный и личный контакт. Вот. Кто-то более увлекающийся из детей, откликающийся, и к тому же, видимо, со слуховыми данными, вот Миша, например, почувствовали, да, как сразу он откликается на музыкальную речь, на элементы музыкальной речи и связывается с содержанием. Это очень важный момент. А кто-то не очень идет на контакт, хотя видно, что слушали они неплохо. Да, там контакт немножечко барахлит, наверное. Микрофон-то работает, то нет.
Значит, я заготовила еще для этих ребят какие-то фрагменты, какие-то понятия. Вот, например, момент развертывания очень хорошо они все слышат на примере прелюдий, маленьких прелюдий Баха. Ту же самую до мажорную, если сыграть, где остановиться? Нигде. От начала и до конца. Нигде остановиться нельзя. Вот он разматывается, клубочек. Прием развертывания – это тоже один из приемов, только полифонической музыки. А в 3 классе это будет период типа развертывания. Они это выводят сами. Вот, ну, может быть, с моей помощью какие-то ребята, какие-то и сами догадываются. Но я всегда акцентировала такую вещь, что не просто сам прием развития, не теоретическое понятие, а его содержательная сторона. От интонации, от эмоционального восприятия, что передает интонация, ну, вот в «Деде Морозе» Шумана, да, или в любой другой песенке. И дальше какой прием развития просит эта интонация, какой смысл этого приема. Вот это всегда надо подчеркивать и на это обращать внимание. Еще я приготовила ребятам, да, вот можно было бы сразу же, хотя это все из разных классов, например, послушать какую-либо протяжную песню, чтобы появился подголосок. Например, «Вниз по матушке по Волге». Мне кажется, она бы им понравилась, если бы вот получилось активнее, получилось там, не знаю, с этими ребятами как-то по-другому, мы бы с ними послушали. И я думаю, они бы услышали, что вот второй голос – это вариант первого там голоса, как он появляется, как вытекает, вот как притоки в одну реку там сплетаются, можно было представить себе вашу великолепную Лену, как в нее вливаются там много притоков и так далее, да? Я еще приготовила с ними послушать и описать, проанализировать не годится это слово, на самом деле, конечно, это своего рода музыкальный анализ. Но на их уровне это в виде рассказа, в виде описания произведения Мусоргского «Рассвет на Москве-реке». Но почему я не стала с ними слушать? Потому что мне надо было, чтобы они сами сказали, что музыку, тему этой пьесы, скорее всего, мог бы написать русский композитор. Хотелось бы, чтобы они сами. Почему? Потому что она похожа на русскую народную песню. А вот мы послушали одну, послушали перед этим другую русскую народную песню. Вот по характеру такому, вот по такому она похожа на русскую народную песню. Хорошо, вот это обсудили. А дальше идет уже ее развитие. А как она развивается? С помощью вариаций, изменения этой темы. Это годится, конечно, очень годится. И вспомнили ту же Белочку, и вспомнили еще